So today I'm talking about a very important subject, Сегодня я хотел бы поговорить на очередную очень and важную it's тему. the disciple and his daily time with the Lord. И называется она так: «Ученик и его ежедневное время с Господом». The goal of discipleship is to become like Jesus, to be transformed into his image. Мы с вами говорили, что цель ученичества как раз заключается в том, чтобы каждый ученик становился похожим на Иисуса или преобразовывался в Его Bring подобие. forth the same desire to serve God the Father as Jesus did. Чтобы, например, внутри человека родилось такое же искреннее желание служить Богу, которое было у самого With an Иисуса. undivided heart Когда Писание говорит, Он с неразделенным сердцем, то есть без всякого and a двоедушия, willingness to obey even when it's painful с желанием and dangerous. оказаться послушным даже в тех ситуациях, когда было что-то больно, или он сталкивался с That was the heart опасностью. of Jesus. У Иисуса было именно такое I сердце. always do what the Father is pleasing. И помните, что он сказал? «Я всегда делаю только то, что угодно моему And Отцу». this is what we go after. И это то, к чему мы стремимся. And to grow in this is called discipleship. И вот возрастание, вот этот процесс роста в этом во всем и называется ученичеством. So right in the beginning of this process of discipleship, we will put a strong emphasis on this one fact. И поэтому с самого начала этого процесса стоит делать ударение на одном очень важном факте. The Christian walk does not start with things that you do for God. Это основное ударение, этот основной акцент как раз заключается в том, что это не упирается в то, что мы можем сделать для Бога. But it's about knowing and allowing and believing that God wants to work in you. Но это понимание, это желание позволить, это желание по вере принять все то, что Бог хочет сделать внутри I нас. say it again, knowing, allowing and believing Три that God wants to do something in you. вещи — это понимать, это желать и позволить сделать все то, что Бог хочет сделать внутри нас. We can look at Hebrews 13, which sums up the whole idea of the new covenant. Давайте с вами откроем послание к Евреям, 13 главу. And please read chapter 13, right at the end, verse 20 and 21. Это у нас 20 и 21 стих, где подытоживается основной смысл Нового Завета. «Пусть Бог, источник мира, который благодаря крови, скрепляющий вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса, великого пастыря своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет слава во веки веков. Аминь». So He's working in us. He's Здесь bringing forth His will. ясно написано, что Он совершает в нас то, что угодно Ему. Или, другими словами, Он производит в нас This свою is the волю. New Testament parallel verse to Ezekiel 36, which also describes the new covenant. И это место Писания можно считать параллелем к Иезекиилю 36 главе, где точно так же в Ветхом Завете описывается суть нового, I will give you a new heart где and a new сказано: spirit. «И я дам вам новое сердце и новый дух». And I will make you walking in my statutes and keep my commandments. И Он говорит: «И я сделаю так, что вы будете ходить моими путями и исполнять мои заповеди». I will make you obedient. И интересно, что там Бог провозглашает и говорит: «Я сделаю вас What a послушными». relief. Это такое удивительное облегчение. This is just the opposite of the law. Do this, do this, do this, then you will live. Потому что это такая противоположность закону. Делай это, делай это, делай это, и тогда ты будешь жив. No, He made us alive. Нет, Он делает нас живыми. And His life will have the consequence that we follow His path. И Его жизнь производит в нас вот такое действие, когда мы от всего своего сердца и добровольно хотим следовать Его And He путем. works in us what is well-pleasing in His sight. Какое чудесное обещание! И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. And He's doing this work И Он производит свой by труд fellowshipping with us. через общение с нами. The disciple must understand he's called to come into the presence of God and fellowshipping with God every day. Ученик должен осознавать, что Бог приглашает его проводить с ним время каждый Божий день. Why every day? Почему каждый день? Because every day the world tries to influence us and to pull us back. Потому что точно так же каждый день мир старается повлиять на нас и засосать нас в себя. And the voices of the spirit of this world, they are talking to us every day, every day. И точно так же каждый день с нами говорят голоса из этого мира. And yes, God is bigger than the devil. И да, Бог намного больше дьявола. But when we want to overcome the devil, then we must allow God to do His will and to speak to us every day. Но для того, чтобы нам, как людям, одерживать победу над дьяволом, нам очень важно позволять Богу говорить в нашей
нашу жизнь и быть с нами каждый день. So we will explain to our disciple. It's not our disciple. You understand when I say our disciple? This is the disciple of Jesus, but Кстати, we do the work with him. Я бы хотел сразу это прояснить. Это не наш ученик, хоть мы говорим наш ученик. Это ученик Иисуса, которому мы помогаем. And we need to address two things and give answer to two questions. И здесь возникает два у нас таких вопроса, на которые нам следует дать ответы. Why is it necessary to have a daily time with God? Почему так уж необходимо проводить с Богом время каждый день? And then how do we do it? А потом, как нам это время проводить все-таки? Sometimes we easily dismiss people with some religious phrases. Yeah, you must just seek God. Иногда мы с таким пренебрежением можем относиться к людям, которые говорят вот такие религиозные фразы: «Ты должен искать Бога». Many years ago, I was in this country and I was invited to speak at a youth conference, and before me was a famous speaker. Так случилось, что однажды меня позвали на молодежную конференцию проповедовать там, а передо мной спикером был один очень известный And he проповедник. would challenge the young people, you must seek God, И он побуждал молодых людей, которые там были: надо Бога искать, надо Бога искать. without explaining one time what it means to seek God. Но, к сожалению, не особо поясняя, что это значит конкретно. And what we must do, that is not just a seeking, but a finding. И что нам на практике нужно делать такого, чтобы не просто его искать и искать, а чтобы еще и находить. So that is so important to answer these two questions. Why and how? Поэтому очень нам важно ответить на два этих ключевых вопроса: почему и как. Our great example is Jesus. Every day he would spend time with the Father. Иисус наш потрясающий пример. Он каждый день выделял время на общение с Отцом. And we learn many more details about the prayer life of David, which is like a New Testament forerunner in the Old Testament. И мы узнаем всякие подробности, например, о молитвенной жизни Давида, который был проявлением новозаветного верующего. And he made holy vows unto God. Это был человек, который приносил свои святые обеты Богу или клятвы. People say you must not do holy vows because you will break them and then you feel guilty. И разные люди тоже такие советы дают и говорят: зачем себя обкладывать вот этими святыми обетами или клятвами, потому что потом вы будете их нарушать и чувствовать себя виноватыми. David didn't have this human wisdom. Но Давид не пользовался подобной человеческой He made мудростью. holy vows unto God, Он приносил свои святые обеты пред Богом. but then expecting God to help him to keep the vows. И потом ожидал, что Бог поможет ему своей благодатью эти обеты And then исполнить. he says, you make your vows unto God. So we are called to make a holy vow, a И commitment to интересно, God. что он потом к своим слушателям обращается и говорит: принесите свои обеты Господу. Другими словами, Писание нам повелевает это в сущности делать. And he said things like, your praise shall be on my lips every day. Например, Давид говорит: да будет хвала в моих устах тебе каждый день. And I will seek your presence И я, every day. да, Things like я that. буду искать тебя каждый день в своей жизни. Он говорил подобного рода обеты перед Богом постоянно. It starts, our relationship with God starts with commitment. This is what I want to do. И на самом деле наши отношения с Богом тоже во многом начинаются с нашего посвящения, когда я говорю: это то, что я буду делать. And the reason why I want to do is because I have to do it. И причина, по которой я это буду делать, потому что я должен это делать. It's a commandment, seek my face. Потому что это заповедь Божья. Он говорит: ищите лица моего. So because God wants us to do it, therefore we agree with him and we say, yes, we want to do it. И потому что Бог сам хочет, чтобы мы это делали. Мы приходим в согласие с Богом, и мы говорим: я тоже буду это делать, раз Бог этого от меня And we хочет. commit ourselves. We will do it because we want to do it, because we must do it. И мы посвящаем себя на это, и мы говорим: я буду это делать, потому что я должен это делать. Only this commitment will help you to develop a daily time with God. Только такого рода посвящение способно родить в нашей жизни это время общения с Богом ежедневное. As long as a young believer thinks, oh, I don't have a desire to pray, and if I would make myself praying, that would not come from my heart, and I'm a hypocrite. До тех пор, пока молодые верующие рассуждают подобным образом: ой, если надо молиться, а я не хочу молиться, но я буду себя заставлять. Другими словами, это будет исходить не из моего сердца, и я окажусь лицемером в Божьих глазах. He's deceiving himself. Такие люди просто обманывают себя. He thinks his feelings, this is what he wants. Другими словами, это люди, которые говорят: окей, чувства важны. No, what you want is what you choose. This is Друзья, what you want. наши чувства и наша воля — две разные вещи. Наша воля — это то, что мы выбираем. And you know that you can choose things without any feelings. Мы можем правильно выбирать, не имея при этом вообще никаких чувств. You choose to go to work every morning. Мы выбираем ходить на работу каждое утро. Do you jump out of bed? Oh, wonderful, I have the chance to work again. Трудно this day? себе представить, что каждый день вы выпрыгиваете из кровати и говорите: аллилуйя, вот у меня сегодня шанс поработать No, you снова. made a commitment. Мы решили это для Because you had себя. an agreement and your boss says, come every morning and then I will pay you. Мы посвятили себя, мы подписали контракт, мы понимаем, что этот контракт обязывает нас идти каждый день, потому
что только так наш начальник And заплатит no нам one would be деньги. so stupid to call at 11 o'clock the boss and see, I really didn't have it on my heart today to come. И вы представьте себе такую ситуацию. В 11 часов сотрудник звонит своему начальнику и говорит, ну что-то сегодня у меня не лежало на сердце приходить And на I'm работу. quite sure you understand, if I would come without having it on my heart, that would be hypocrisy. И, дорогой мой начальник, ты же понимаешь, если бы я пришел без вот этого желания поработать, я бы оказался лицемером страшным. So I better don't come, and I think you Поэтому, understand. конечно, я лучше не приду, и ты же, конечно, вникнешь в Will he ситуацию. understand? Как вы думаете, начальник сможет No. понять такую He логику? said, Нет, wait не a minute, сможет. you made a commitment. Он скажет, ты подписал контракт. You promised you will be here at 8 o'clock in Ты the morning. пообещал, что ты будешь здесь в 8 часов How утра. comes you call me by 11? И что ты мне теперь к 11 названиваешь? And when you bring such an example, then people who have a fleshly mind, they will respond, but that is work. И когда ты людям вот такие примеры приводишь, те, у которых из них плотские мозги, они говорят, ну так это же работа. But with God, this is all out of my free own Но will. с Богом я же не работу делаю, это же все из моей прекрасной свободной воли должно вытекать. Well, I remind you, out of your free own will, you made a decision, I will follow Jesus no matter what. Но тогда я напоминаю вам, что по вашему собственному желанию вы когда-то сделали это посвящение, что будете следовать за Иисусом, невзирая вообще ни на что. Why it's so easy for you to break your promise? Почему тогда вам так легко нарушать ваши Don't обещания? do that. Не делайте If you этого. are in the habit of breaking your promise, you will never find confidence in God. Потому что если у вас есть привычка легко менять свое мнение, не исполнять свое слово, вы никогда не обретете уверенности в Боге. That's why in the Old Testament and New Testament language, faith, believing, and faithfulness is so much connected. Именно поэтому хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете слово «верность» Да, и слово «вера» с абсолютно одного корня слова. There's no growth in faith without faithfulness. Потому что невозможно возрастать в вере без верности. So let's make holy vows. God wants to see my face, and I will seek His face. Поэтому again and давайте again and again. будем делать эти святые обеты и говорить, Бог хочет увидеть мое лицо, тогда я тоже хочу видеть Его лицо каждый день, и я буду это делать снова и снова. Let's turn to Leviticus chapter 6, please. Левит 6 главу. Это правило о жертвах всесожжения. Talks about the duty of the priest. И там описываются обязанности священников. Огонь на жертвеннике нужно поддерживать. Он не должен угасать. Пусть каждое утро священник подкладывает дрова, раскладывает на огонь всесожжения и сжигает жир жертв примирения. Огонь нужно поддерживать на жертвеннике постоянно. Он не должен угасать. 3 times he is reminding the priest the fire should not go out. Fire must continue. В этом отрывке 3 раза упоминается такая фраза. Огонь на жертвеннике не должен угасать. And it was the duty of the priest to watch the fire, И это входило в ответственности священника наблюдать за этим, to remove the ashes and to bring new fresh wood, keep следить the fire burning. следить за тем, чтобы вовремя убиралась зола, чтобы были подложены все необходимые дрова, и чтобы огонь на жертвеннике никогда не угасал. And maybe you ask, well, what has this Old Testament passage to do with us? И вы скажете, ну а какое отношение этот ветхозаветный отрывок имеет к нам всем? We are called to be kings and priests. Напоминаю, что мы все с вами призваны быть царями и священниками. And I believe we can only be ruling and serving as kings as we learn to be priests. И я уверен, что мы учимся царствовать в этой жизни через то, что мы сначала учимся быть священниками для Бога. And look at the biography of David. He started as a worshiper and then became a warrior and then became king. Например, обратите на эту прогрессию в жизни Давида. Он сначала был поклонником, потом стал воином и только потом стал царем. And I strongly believe this will be in our lives as well. И я, например, уверен, что такого рода вещи происходят и в нашей жизни, и будут происходить. So what ministry? We have an inward ministry that no one sees, no one knows about. Или другими словами можно сказать, прежде чем мы будем иметь внешнее служение, служение другим людям, сначала это начинается со служения внутри самого And себя. when we follow the example of David, your praise shall be on my lips every day. И мы следуем ведь за примером того же самого Давида, который говорит, хвала на моих устах да будет ежедневно It тебе. is one thing to read this like a religious sentence in the Bible, И одно дело читать это просто как какие-то религиозные вещи в Библии. but only when you follow the example of David and make this commitment for yourself, then you find out what it really costs. Но только когда мы делаем важные, как Давид, клятвы, мы приносим эти обеты, и мы начинаем воплощать их в нашей жизни, только тогда мы начинаем понимать, чего
это все на самом деле стоит. Because you made a commitment, you will no longer be dominated by the feelings of the flesh. Почему? Потому что при этом мы делаем вот это посвящение, что мы не будем водиться чувствами, которые есть в нашей Of плоти, which Paul says it's an enmity against God. и о которых Павел говорит, что наша плоть и наши чувства, они враждуют против Бога. The flesh hates the presence of God. Например, плоть человеческая ненавидит It Божье doesn't want присутствие. to come into the presence of Она не God. хочет приходить в Божье The присутствие. flesh doesn't want to be thankful. Плоть не хочет быть благодарной, It doesn't например. have a servant attitude. У плоти человеческой нет отношения служить другим. Because in reality, the flesh is the heart or the attitude, the mentality of the devil. Потому что плоть — это This и is the есть flesh. воплощение мышления и ценностей самого дьявола. And when we make a commitment, the praises of God, a thankful heart will be in me every day. И когда я делаю эти обеты и говорю, хвала Богу будет на моих устах каждый день, и каждый день я буду приносить Ему благодарное сердце. Then it's a commitment. I will no longer be dominated by my flesh. Это, по сути, автоматическое посвящение, что я не позволю своей плоти управлять моей жизнью. But by the power of the Spirit, I will kill the works of the flesh. Но силой Духа я буду убивать дела плоти в своей жизни каждый день тоже. We can overcome the flesh by the power of the Spirit. И мы можем победить плоть только силой Духа. And because we can do it, we should do it. И потому что мы можем ее победить, нам следует ее победить. And this is our duty. И это наша So there ответственность. is this hatred, this unwillingness, this no, I don't want to, this attitude of the flesh we overcome every day. И вот эту нашу плотскую ненависть, нежелание что-то делать, Right. следует побеждать каждый Божий день. And by doing this, we establish this new identity that I just talked about yesterday. И так поступая, мы утверждаем в нашей жизни новую нашу сущность, о которой мы вчера так чудесно поговорили. We are not flesh, we are spirit. Друзья, мы с вами не плоть, мы дух. And we can rule over the flesh. И мы можем править над нашей собственной плотью. And we are no longer dominated by feelings and by circumstances. И тогда над нами тоже не будут править ни наши чувства, ни какие-то обстоятельства. See, some people complain, yes, it's so difficult to be a Christian, and why is the flesh there, the resistance of the flesh? It would be so much easier if God would just take out the flesh, and then we can just be in the... Есть христиане, которые ноют и жалуются. Они говорят, ну вот это вот противостояние плоти, да зачем оно нам нужно? Если бы Бог вместо того, чтобы нас утруждать, Он бы просто у нас это забрал, вот нашу вот эту плотскую природу, и нам было бы все так легко и приятно, давалось бы. Why didn't he just give us a complete salvation? I mean, living without the flesh. Почему Бог не дал нам сразу полноту спасения? Мы бы все жили без вот этой плотской натуры. Because of the kindness and the grace of God. Бог это сделал по своей доброте и благодати. He could have done it. Он He мог became бы a это Christian, сделать. repent, he cuts off the flesh, Он мог бы это buries it, сделать. Окей, ты христианин, ты родился and you свыше, are just spirit, and off you go. плотскую натуру от тебя удалил, и все, ты Yeah. It дух парящий. would have been possible. Это могло быть так. But God says, no, I have a better way. Но Бог говорит, нет, а у меня лучший есть способ. Living with the flesh is a better way. И вы скажете, что это за лучший способ? Мучиться от собственной плоти? Exactly. Да. God gives you a daily wrestling partner Бог to дает train нам your spiritual muscle. такого противника, на котором мы вынуждены каждый день тренировать наши духовные мускулы. Because the Christian walk is a fight. Потому что все христианское хождение — это сражение. And people complain, yes, I know, but I can't fight, I'm so weak. Но люди говорят, да, я понимаю, но я не могу сражаться, я такой слабый. The Bible says you become strong in battle. А Бог нам говорит, ты будешь укрепляться через сражение. Everyone who feels strong is ready for battle. Всякий, кто уже чувствует себя достаточно сильным, он готов к сражению. And people who don't know the principles of God, they wait till they feel strong. Многие люди, которые не понимают библейских And then they принципов, want to fight. они ждут вот как раз, когда они в эту силу войдут, и тогда начнут But the сражаться. Bible says you become strong in battle Но в Писании написано, вы укрепляетесь через битву. by believing truth without feeling truth. Когда вы верите в истину, ее еще не переживая. Because faith is being convinced of things that you don't see. Потому что вера — это уверенность в невидимом, в том, чего мы еще не увидели. And this feeling thing is included in seeing. Почувствовать — это включено в то, что еще не видели. Faith is being convinced of things that you do not feel. Вера — это уверенность не только в невидимом, но и в том, что мы еще не ощутили или не пережили в своей Young жизни. believers complain, but I don't feel like it is real. Люди так много жалуются, говорят, но я не чувствую, что вот это все духовное, про что вы говорите, это реально. So imagine a student at school, first grade, 2 Представьте plus себе 2 is 4. ученика, который попадает в первый класс, и начинается 2 плюс 2 — это 4. Yeah, but teacher, I have a question. Но, учитель, у меня To вопрос me, it есть. doesn't feel like 4, it feels like 5. Но мне так не кажется, я так не чувствую, что 2 плюс 2
2 это 4. Это, наверное, все-таки 5. Well, what can we do for you? Ну что же нам делать с тобой, I дорогой? don't know. Maybe it is 5. Maybe it's not 4. Ой, да, а может быть и в самом деле 5. И точно, наверное, не No, the 4. teacher Нет, reminds учитель him напоминает. of reality. Напоминает ребенку реальность. The reality is you're a student, I'm teacher. Реальность простая. Ты I know ученик, 2 я plus 2 is учитель. 4. И поэтому я знаю, что 2 плюс 2 So, это 4. Just shut up and receive what I say. Поэтому It's замолкни и слушай. How it works in 2 fourth плюс grade, 2 in first 4. grade, right? Ну, согласитесь, в первом классе приблизительно как-то так дела обстоят. This is how it works. We listen to the truth and we believe it. И точно так же у нас есть учитель, Yeah, истина. but it Мы ее doesn't слушаем feel и like учимся. this. О, но я не могу этого вот как-то ощутить. Это мне не кажется таким. What has feelings to do with reality? Друзья, какое отношение чувства? Как они связаны с реальностью? В большинстве случаев вообще никак не связаны. So hallelujah. We are called to Итак, overcome the flesh every Мы day. призваны побеждать нашу плоть каждый день. And God says by doing that, you train your spiritual muscles, Поступая так, Бог говорит, мы тренируем наши духовные мышцы, which will later you use for other battles. которые мы впоследствии начинаем использовать уже в других Not битвах. for yourself, but fighting for other people. Когда мы перестаем сражаться только за себя, но начинаем сражаться за So других. in my wisdom, God says, I gave you a wrestling partner. Поэтому по моей мудрости, говорит Господь, я дал тебе партнера в борьбе, And I want you to чтобы ты train, упражнялся, and I want you to meet him and overcome him every чтобы day. ты каждый день выходил на ринг и каждый день его побеждал. And then later, I will give you a more stronger partner. И Бог говорит, и чуть позже я дам тебе соперника And that's the помощней. devil himself. Это сам дьявол. You become strong. The word is in you, and you have overcome the Там evil one. написано, потому что Слово Божье пребывало в них. Они победили лукавого. This is 1 John 1 2:14. Иоанна 2:14. You are strong. Как вы, там написано, Because the вы word сильные, abides in you, потому что в вас пребывает Слово. and you have overcome И the вы devil. победили дьявола. And this is spoken to the young adults in the faith. И Not the там babies, говорится о not the little юношах. children, Там but не the young говорится о adults. младенцах, не говорится о детях. Там говорится это о юношах духовных. Long before they become fathers and mothers, they become young adults and overcome the devil. За какое-то время до того, как люди перерастают в духовных матерей и отцов, они становятся юношами, которые then побеждают They лукавого. still have the vast majority of their life to serve and be fruitful for the kingdom. Тогда, когда они еще юноши, но уже победили лукавого, большая часть их жизни уйдет на то, чтобы приносить плоды. So hallelujah for God's wisdom. Поэтому благодарение Богу за Его So мудрость. are you thankful that you still have the flesh? Вы благодарны, что у вас все еще Yes, be плоть thankful есть? because it's God's wisdom. Да, failure. благодарны, потому что это Божья мудрость, а не упущение. Stop dreaming about a life that does not exist. Перестаньте мечтать о несбыточном. Just face biblical reality. So Просто this is, as long as you live, столкнитесь there will be the flesh. лицом к лицу с библейской реальностью. Пока жив, будет эта плоть. And you can go to bed full of the Spirit and enjoy the presence of God and have a wonderful sleep. And next morning you wake up and you are just not interested in prayer. Вечером ты такой наполненный благодатью, напевшись, засыпаешь, такой весь хорошенький, а утром, хопс, проснулся и ни малейшего желания Is that молиться. possible? Возможно так? Oh yes, it happened to me many Да, times. со мной лично так очень часто Even бывает. after 47 or 48 years walking with Jesus, this happens to me. Я хожу с Богом 47 или 48 лет, это все еще I случается со fall мной. asleep in the presence of God, thankful. Oh, you're here. It's so beautiful. Засыпаю в Божьем присутствии, такой весь благодарный. And next morning I wake up, prayer. Oh no. И на следующее утро я просыпаюсь, молитва, ну только не это. But I've learned, and I do no longer fall into this trap. What a hypocrite I am that I have these feelings and I claim to love God. Ну, знаете, я избавился от вот этих глупостей. Вот у меня есть сопротивление каким-то Божьим вещам, должно быть, я лицемер последний. Do not identify yourself with the flesh. Пожалуйста, не сообразуйте себя с вашей плотью. Это разные сущности. Do not allow the devil to tell you what kind of Christian are И you. не позволяйте только потому, что у вас есть сопротивление Look what плоти, terrible feelings дьяволу against God you have. позорить вас и говорить, ну что ты за христианин? Ты посмотри только, какие у тебя чувства по You отношению do к not even Богу. have desire to pray. У тебя даже желания помолиться нет. No, no, no. It's the flesh. Нет, это наша плоть And такая. I'm not flesh, I'm spirit. Но я-то не плоть, я And I дух. tell my flesh, shut up. И вот своей плоти я говорю, заткнись. I rule and you don't rule. Потому что я буду править над тобой, understand? я не дам тебе господствовать So надо never мной. Вы identify понимаете? yourself with the Друзья, flesh. не считайте, что вы — это ваша плоть. So when the flesh shows up, Поэтому, когда ваша плоть восстает, don't shut up, don't bow down, and don't condemn yourself. не надо смиряться, не надо покоряться и обвинять потом себя. But you rise up and just wait a minute.
Вы This is просто just the lie of the flesh. Now внутри I tell you the восстаньте truth. и скажите: плоть, это просто твоя ложь. И скажите ей правду. And you don't stay silent when the voice of the flesh is rising. И, пожалуйста, не храните молчание, когда вы начинаете ощущать этот голос плоти в But you себе. give a proper biblical answer. Но дайте ответ библейский, Whatever is соответствующий. born of God is overcoming. Все, что рождено от Бога, побеждает. Hallelujah. You were born Аллилуйя. of God. Мы The one родились in от you is Бога. greater. И тот, кто в нас, тот больше всего And этого. therefore you don't need any feeling to support you in rising up and battle with the flesh. Поэтому вам не нужны никакие чувства, чтобы восстать и сразиться с вашей плотью. So that is why we have to fight and discipline ourselves and Поэтому have a prayer life every morning. нам нужно вот так восставать, нам нужно побеждать, сражаться, и нам нужно молиться каждое утро. And the purpose of our daily time with God is not presenting Him our needs, asking Him to meet our needs. Суть наших встреч с Богом никогда не должна упираться в то, что мы у Него бесконечно что-то просим и приносим Ему наши нужды. And reminding Him of all the problems that He has not taken care of. Напоминая Ему о всех проблемах, о которых Он до сих пор не позаботился в нашей And жизни. hoping that maybe this day He will be gracious and answers our В cries. надежде, что в этот день Он будет таким милостивым, и Он ответит на наши вопли. We don't come with our needs, but we come with worship. Друзья, приходим мы к Богу не с Understand? нашими нуждами, а с поклонением. This is what God. How should we start the prayer? Our Father in heaven. Это то, чему учил Иисус. Он сказал: молитесь так: Отец наш Небесный. Yes, there is a place for presenting our needs. И однозначно там тоже есть свое место But this для is того, not чтобы where мы it могли starts. принести Ему наши нужды. Но не с этого все It начинается. starts with worship and thankfulness. Это начинается с поклонения и с благодарности. So I strongly believe when Jesus gave this prayer to the disciples, this is how you should pray. Our Father in heaven. It is not meant to be a religious poem that we speak at the end of a service. Друзья, я правда никак не могу поверить, что то, как Иисус нам сказал молиться, Он сказал: молитесь так: Отец наш Небесный, сущий на небесах, что Он когда-нибудь подразумевал, что это станет вот такой заученной молитвой, которую мы некогда произносим. This is what's taking place in many churches. А вы же And знаете, there's как это делают многие a церкви? sigh of relief, but at the end the pastor starts the Lord's Prayer. Слава Богу, люди вздыхают, потому что вот вышел пастор и говорит: давайте помолимся молитвой «Отче наш». Because by this he's announcing the service is over. Потому что это верный знак, что подходит служение к You концу. have almost completed your duty. Ты уже почти исполнил все свои No, обязанности перед it's not a Богом. poem that we quote Друзья, это не какой-то стишок, который мы должны были все выучить. in a boring religious manner. Знаете, и вот таким грустным религиозным голосом мы его цитируем. But this prayer gives us topics, gives us Но эта молитва points дает of нам prayer. основополагающие моменты, касающиеся молитвы. Pray our Father, and then we get hold of scriptures which speak about the Father heart of God, how He sees us, how He loves us, how He yearns for our fellowship. Друзья, когда мы начинаем «Отец наш Небесный», как важно нам в этот момент взять различные стихи Писания и говорить это перед Его лицом, как Он нас любит, как Он стремится к нам, как Он хочет увидеть наше лицо. It will be very hard to try to develop a deeper prayer life without believing that God has a desire to see me and to hear me. Очень сложно будет какому-то человеку развить молитвенную жизнь, если вначале у нас нет этой простой уверенности, что мой Отец вообще со мной увидеться хочет. That means by the power of the word you have to kill rejection. You are wanted. He has a desire for you. Это It's- означает, что, молясь, мы вынуждены и должны убить всякое отвержение внутри нас, когда нам может казаться, что Он не хочет нас, что мы Ему не нравимся. You have to believe that it is important for Him to see you, to hear you. Но, приходя к Нему, Отец мой, нам так важно удостовериться через Слово, что Он хочет увидеть меня, Он хочет услышать меня. So you have to kill this religious inferiority. Well, who I am, what can I give to God? Поэтому так важно нам убивать это религиозное чувство неполноценности. Да кто я вообще такой? Что я значу в Божьих I'm just a глазах? poor little worm. Я вот маленький вот этот дурацкий червячок. Я No, ничто. you are precious. Нет, ты драгоценен. He enjoys spending time with you. Он наслаждается временем с тобой. Without forcing yourself to believe that, it will be very difficult, almost impossible to go deeper in prayer. Не побуждая себя, в некотором смысле не заставляя себя вот в этом вопросе продвигаться, очень сложно будет нам хотеть молиться. Like a song of songs, I want to hear your voice. В песне песней Бог говорит, жених говорит: я хочу услышать твой голос. Without faith, it's impossible to please God. И без веры Богу угодить невозможно. You
You have to believe that it is important for him when you say, Father, I love you, I want you. Важно поверить, что когда вы говорите: «Отец, я люблю тебя, я жажду тебя», что Он в этом во всем. Remind yourself of what price he paid to get you into the family. Напоминайте себе, какую цену Он заплатил только ради того, чтобы вы могли попасть в Его And he семью. paid this price before asking you, but if I pay the price, will you receive it? Will you answer it? Will you come to me? И Он заплатил эту цену, еще даже не спросив нашего согласия на вот эти вопросы. Если я заплачу, ты придешь, ты будешь, ты захочешь. Romans 5 says, this is the proof of God's love, that he gave his own son. Римлянам 5 глава говорит, что это и есть доказательство всей Божьей любви, что Он отдал Своего Сына When we were still sinners. тогда, когда мы все еще были грешниками. We were not crying out for God. He was reaching out to Это us. не мы просили и умоляли Его, это Он тянул к нам свои руки. So when you say, our Father, think of all the wonderful scriptures. Поэтому, когда вы говорите «Отец наш», думайте про все How эти his heart is чудесные with you. стихи Писания о том, что сердце Его расположено к вам. Remind yourself of Luke 15 when Jesus gave the example of the father who rejoiced when the son came back from the picture. Напоминайте себе Луки 15 главу, притчу о блудном сыне, когда отец крайне был рад, когда его блудный сын вернулся к нему. Why would he rejoice for the son coming from the pigs? С чего бы отец радовался своему вонючему свиньями сыну? I tell you, the stench of pigs is just unbearable. Но я могу вам сказать, свиньи могут вонять совершенно And the невыносимо. son lived with the pigs. И этот He slept сын, with the pigs. и He ate этот with the сын pigs. его, он жил со свиньями, все дошло до того, что он ел со свиньями, он was спал со свиньями, он вонял, как свинья. And what did the father do? И что сделал He отец? reached out his hands. Он распростер My свои son, объятия, он come. сказал: «Сын мой, приди. You were dead, but now you live again. Ты же был мертвым, ну Let's вот ты throw a ожил. party. Давай с тобой будем пировать». Even before the son was cleansed, Даже еще до того, как сын even был with the stench of pigs, омыт и очищен, да, вот такой вонючий, с ним он готов был Father said, праздновать. in my love, I can overcome this attitude. I don't like the stench of pigs. Отец сказал: «Моя любовь больше, чем моя неприязнь к свинской воне». So make yourself thinking of this kind of biblical truth. Поэтому размышляйте над подобными библейскими истинами. Whatever condition you're in, God wants you, and just say, I need you, and that's all. В каком бы положении ты сейчас не находился, Бог говорит: «Я хочу тебя, а ты нужен мне, пойдем». You must believe God has a desire to have fellowship with you. Вам так важно поверить, что у Бога есть желание фактически с вами And on общаться the лично. basis of Scripture, you can believe that. И на основании Писания вы можете в это Make it поверить. a habit to pray with an open Bible. Point to Bible verses and say, this is how you are. Сделайте это для себя привычкой. Молитесь с открытой Библией. И когда вы приходите к Нему с такими стихами Писания, тыкайте туда своим пальчиком и This is говорите: how you «Бог, feel about это me. то, кто ты такой, это то, какие у тебя чувства по отношению This ко is мне. how you see me. Это то, как ты меня видишь». So many Christians believe that God is just tolerating them. Столько много христиан, которые думают, что Бог просто их терпит. Yes, He loves the world. Да, Me, Он He just любит tolerates. мир, да, но меня Он просто как-то выносит с And I трудом. can be happy that I'm not kicked out again of the И family. я должен просто даже вот этому малому радоваться, что меня не выгоняют Because of из all my семьи, failures. из-за всех моих бесконечных неудач. Drown these evil feelings with the truth of the word. Топите все эти разновидности лжи вашей жизни в Слове Божьем. Make these feelings of being rejected and not wanted and being ugly and not worthy coming into the presence of God. Make these feelings your enemy. Kill them. Сделайте вот эти ваши внутренние ощущения, что вы нелюбимы, что вы не нужны, что вы такие-сякие недостойны. Убивайте это, как своих врагов, By choosing to believe the truth. выбирая верить в истину. You're not called to live for years and years in unworthiness and inferiority Не and fear призваны of вы punishment жить всю свою жизнь в чувстве недостойности, в отвержении и в ожидании наказания, and feeling unwanted. чувствуя себя нежеланными. God's heart is rejoicing over you. Божье сердце радуется о вас. Make yourself believing that. Побуждайте себя в это верить. Сделайте так, чтобы вы в это If you верили. understand, the main purpose of prayer is not to change God, but to change your heart. И вы же понимаете, что основная цель молитвы — это не переменить Божье сердце, его настроение, но переменить наше Then сердце. prayer really makes sense. Понимаете, то тогда молитва начинает приобретать какое-то особенное значение. Some people believe prayer is making an unwilling God willing. Многие люди верят, что суть молитвы заключается в том, чтобы заставить нехочуху захотеть. This is a stupid heathen mentality. Это такое совершенно Louder, языческое
критическое often мышление. enough, then maybe God will show His Если mercy. я буду вопить достаточно часто и достаточно громко, то я как-то Бога заставлю. Maybe then I get His attention. И, может быть, тогда я смогу And привлечь He Его will give me some внимание. little blessing. И Он мне какие-то свои маленькие благословения This is подкинет. religion. Это религия, друзья. It all starts with the heart of God. Но все начинается с Божьего сердца. And He desires to meet you. Начинается с того, что To это spend сердце time with you. хочет встретиться с To вами, enjoy your проводить с presence. вами время и наслаждаться вашим присутствием. But you say, if you knew my life, you know there's nothing to be enjoyed. И, может быть, вы сидите и говорите: окей, если бы ты знал мою жизнь, там не особо чем насладиться есть. By this answer you just show me, you still see yourself not through the eyes of God. И вот, размышляя о себе подобным образом, становится понятным, что все еще мы и не начали видеть себя Божьими So глазами. go deeper in the Word Поэтому углубляйте Слово and kill those lies about how God sees you. и убивайте всякую ложь внутри себя о том, как Бог вас видит. Only when you believe He's waiting for me. Только когда вы верите, Он ждет меня. Yes, and He's patient. I get up in the morning, the first thing I do, I go to the kitchen, get a cup of coffee. И у Него есть терпение. Например, когда я просыпаюсь, первое, что я делаю, я иду на кухню And he's и наливаю waiting for me. себе кофе. Но я знаю, Он ждет меня. And I say, I'm coming, just a second. И я ему говорю: подожди, я сейчас приду, кофе только налью. He likes to spend time with you. Ему нравится проводить с тобой время. And He's not pleased if you come with your complaints and with your needs and with your problems. Но Он не рад, когда люди начинают со своих жалоб, проблем и нужд. People are so used to pray their problems, and the only thing that comes out of this, the faith and the greatness of their problem is increasing. У людей есть привычка просто приходить и выговаривать Богу свои проблемы. А в конечном итоге у них умножается вера исключительно в их собственные проблемы и в их And величие. they are so overwhelmed by their problems that they forget that there's an almighty God who has already taken care of everything. И людей так захлестывают их собственные проблемы, что они даже перестают видеть, что есть великий Бог, который уже обо всем позаботился. And how pleased is the earthly father when a little son just sits on his lap and says, Father, I love you. Насколько приятно любому земному отцу, когда у него на коленях сидит его ребенок и говорит: пап, я тебя люблю. And not the first thing, give me my pocket money this week. А не так, пришел, протянул руку: где мои карманные деньги на эту неделю? Yes, it's a big difference for us. Знаете, очень большая разница в восприятии у отца возникает. So we want to adore him, we want to see how he is, we Им- want to give him something. Мы хотим обожать его, мы хотим что-то ему принести. Somewhere at the end of Hebrews, it says, we are creating fruit with our lips. В конце, где-то в послании к евреям, написано, что своими устами мы производим плоды, By expressing thankfulness. выражая свою So благодарность. did you ever think about feeding Jesus? Вы когда-нибудь думали, что это такие фрукты, You которыми give можно him Иисуса fruit, накормить? you serve him. Мы служим Ему, This is мы the Ему heart of приносим worship. свои дары. Это сердце And поклонения. only when you believe that he receives us with gladness, then you will have liberty and enjoyment to do it. Только когда мы понимаем, что на самом деле Ему приятно, когда мы приносим Ему свои фрукты и кормим Его, только тогда у нас будет желание их приносить. As long as you think you are this ugly, terrible, powerless weakling with all the fighting, all the problems, and then you have on top the duty to please a God, which is impossible, it will never work. Вы же понимаете, до тех пор, пока вы стоите и думаете: я последний, омерзительный, неудачник, вечно сражающийся, никогда не побеждающий, у которого просто мерзавец, а сверху еще есть просто обязанность угодить Богу, которому угодить невозможно, как вы думаете, что из этого выйдет? We give thanks unto him. We give him something. We give him honor. Мы приносим Ему нечто, мы приносим Ему честь, We even lift up his name. мы превозносим Его имя. Although the Bible says his name is the highest name above everything else. Несмотря на то, что Библия говорит, что в реальности это имя, которое уже в достаточной мере превознесено над всеми остальными. What does it mean if his name is the highest name and you lift up this name even a little bit more? И ты думаешь, что это имя, которое и так уже выше всех, еще мы его превозносим Because выше. you make his name great in your life, in your circumstance. Зачем мы это делаем? Мы это делаем, потому что мы делаем его имя великим и высоким посреди наших жизненных обстоятельств, He в нашей is the личной great жизни. God. Он великий Бог. But he wants to be the great God in your life. Но помимо того, что Он в целом великий Бог, Он еще хочет быть великим Богом в вашей жизни. So it's not a terrible duty that we have to praise him in the midst of all our misery, and it's just Поэтому это не, painful, and we не don't want какая-то it. ужасная обязанность Его начинать хвалить и превозносить посреди каких-то наших сложных ситуаций, каких-то несчастий. And then the Bible says this praise is an offering.
Писание нам говорит, что вот эта хвала, которую мы приносим Ему, это приношение. There are situations where it's costly to praise God. Бывают такие моменты, когда это что-то стоит прославлять Бога. And we must not be deceived. И нам не стоит обманываться. We must not think when we are weak and almost overwhelmed by all the problems and we just have a little word of praise. This is nothing for God. Даже когда мы находимся в самом каком-то тяжелом состоянии, когда мы почти что чем-то захвачены и побеждены, нам может казаться, что то, что мы приносим Богу, это какая-то такая ужасная мелочь. Нельзя на это вестись. For some years in my ministry, I taught a false doctrine. Несколько лет в своей жизни, в своем служении я And I- обучал людей and I would- лживой доктрине. Something like this. Don't believe if you are not impressed by your prayers that God is impressed. Говорить это любил. Если вас не впечатляют ваши собственные молитвы, как вы можете рассчитывать, что тогда они впечатляют Бога? That was in my early days when I didn't know the word. Это было в мои ранние христианские But then годы, когда я слова не God понимал. led me through the valley of death. А потом Бог провел меня через долину смертной тени. And in all my misery and all my fear and all the problems, He said, praise me. И посреди моего отчаяния, всех моих неудач, вот такого тяжелейшего состояния, Бог мне говорит: славь меня. And out of my word didn't come the great hallelujah. Из моих уст не какая-то великая аллилуйя No, выходила. a very small, Такая pitiful, маленькая, little такая hallelujah. жалкая аллилуйя. I want to thank you. You are wonderful. Я хочу поблагодарить тебя. Ты прекрасный. I know one day I felt so miserable, and God says, I have so many problems, I don't know what to do. В один день я чувствовал себя настолько ужасно. И я говорил Богу: Бог, я уже не знаю, что That was делать. the first time when I experienced persecution. И это был первый раз, I когда я was стал Christian for 2 years, переживать гонение. Мне было 2 года во and Христе. I felt so terrible. And how can these people who claim to be Christians be so rude to И me, я talk чувствовал, lies about и я me and чувствовал себя rumors? так ужасно, потому что, да, я говорил: Бог, как вот эти верующие, твои дети могут распускать про меня всякие сплетни и поносить меня And there вот was так. disappointment and pain, Внутри меня было огорчение и боль, but also self-pity но еще и куча саможалости and a desire for revenge. и желание отомстить этим I людям. felt like doing something against these people. Хотелось мне им что-нибудь And I said, сделать. God, I don't know what to do. What must I do? И я говорю: Бог, ну что делать? Что делать? And He said, praise me. И Бог мне говорит: I прославляй expected меня. everything, but not this. Знаете, я ожидал от Бога какой угодно ответ, только не такой. And I said, no, I said, I don't know what to do. И я сказал: я не знаю, что делать. Sing a song. The mercy of God will never end. Бог мне сказал: пой мне. А я говорю: а я никакую песню еще не выучил как So He следует. suggested, well, И он sing мне the сказал mercy of God never тогда: ends. милости твоей полна вся земля. And I was singing this song, И я пел вот эту песню. but in what an attitude. Но знаете, зато с каким отношением? So much unwillingness and so much hidden rebellion. К таким скрытым бунтом, вот с таким явным And I нежеланием. just brought the songs to Him. И я ему бросаю его песни. Пуф, Okay, here you have it. держи тебе, Боже. And He said, that was wonderful. Sing it one more time. А он мне говорит: как прекрасно ты поешь, пой еще. And then I understood И тогда я понял, when I force myself to thank God and to praise Him. когда я заставляю себя And even- хвалить Его Even и if благодарить I'm- Его, even if I'm not impressed by my worship, и даже если меня самого It is не something впечатляет for him. мое поклонение, для And Бога I- это все равно ценно. and I could imagine the angels standing by God, И я могу себе представить, ангелы стоят вокруг and they would Бога. point me, look how pitiful this He calls worship. Они говорят: это что вообще за ужас такой? Вы это поклонением Божьим Give us a называете? О, что за ерунда! But then Jesus comes. Но потом приходит Says, Иисус you don't understand. и говорит: вы не You have понимаете, never been in the valley of death. потому что никто из You вас don't know what it means в to долине suffer. смертной тени не жил, и вы не But I страдали. was there. Но я там бывал. And I didn't sing the great hallelujah. И я там тоже не самую великую But I аллилуйю gave спел. honor to my Father. Но при этом я все равно воздал shut честь up, you своему don't отцу. understand. Поэтому молчите, потому что вы не And понимаете. by this lesson I learned, И even the знаете, little hallelujah, which is not impressive, через это я понял, что даже наша маленькая which is аллилуйя, not full of которая confidence and joy, вообще никого не может впечатлить, в ней нет ни уверенности, ни it's радости иногда. precious unto God. Это все равно драгоценно пред Господом. Never measure your prayers Поэтому, пожалуйста, не судите о by своих your own молитвах feelings. по своим собственным It's чувствам. called the offering of praise. Это называется жертвой It costs you хвалы. something, Это приношение And it's хвалы, это precious for что-то him. стоит, и для него это so ценно. be not deceived. Поэтому не обманывайте Even себя. a little thankful prayer is important to him. Даже небольшая, благодарная Every word is молитва, important. она важна для него. He Всякое слово appreciates важно. that. Он ценит это. And the great truth of the Bible is you get reward for prayers. This is just unbelievable. И это просто невероятная библейская истина, что Бог еще и вознаграждает нас Go за in your наши secret молитвы. chamber and pray to God.
in secret, and He will reward you. Иисус сказал, иди и помолись Отцу твоему в тайне, it's so и Отец precious for тогда воздаст явно. Oh, Бог hallelujah. еще вознаградит тебя за это. Аллилуйя. So the basic need for the disciple to learn is to motivate himself to prayer. Знаете, и это основной момент для ученика, научиться мотивировать себя And he can к motivate молитве. himself by reminding him of the truth. И смотивировать себя можно только напоминая истину This is Писания how the себе. heart of the Father is. Когда я говорю, сердце Отца ко And мне, this оно вот is how He такое, likes my prayer. и Ему нравятся мои молитвы вот так. And also, part of the heart of the Father is He has this glorious ability to make a distinction between you being His child and things that are not yet right in your life, and He will teach you and He will change you. И еще одна удивительная вещь, которая касается нашего Отца. Он умеет разделять нас как личность от тех вещей, которые еще слабы, еще несовершенны, еще очень удручающие, и Он готов научить, и Он готов привести это все в He doesn't порядок. say, get your things right and then I will accept you. Он не говорит, ты вот это все свое разбери, и тогда я приму тебя. But He says, enjoy the power of my acceptance. Но Он говорит, наслаждайся силой моего And that will принятия. make you willing to cooperate with me. И тогда это сделает тебя And I will get the things готовым right in your life. делать что-то вместе со мной и со мной сотрудничать. understand the И тогда difference? я смогу разобраться со всем в твоей жизни. This is Вы the разницу love of God. понимаете? Это любовь Божья. And the more we see this love of God to us, the more we can give it to our brothers and sisters. И чем мы видим больше этой любви в нас, тем больше мы можем поделиться ей с Because братьями probably и сестрами. you have already found out there are some people that are not yet perfect in the church. Потому что я думаю, что вы все уже для себя сделали это открытие, что далеко не все люди в церкви идеальны у нас. Have you found out? Вы уже для себя сделали это открытие? Yes. And one of them is you. Вот такие неидеальные люди, и один из них это вы. And God loves you in И Бог spite of любит your вас. being imperfect. Несмотря на ваше совершенство. When you meet this kind of love, you will be set free to love people and no longer point to their weaknesses. Wait with my love till they are perfect. И тогда мы делаемся способными любить людей по-настоящему, а не говорить им, окей, сначала я подожду, пока ты сделаешься идеальным, потом я тебе покажу свою So любовь. prayer is an opportunity to meet, to see, to enjoy the presence of God. Цель, основная молитвы — это попадать в Божье присутствие, So that we see Him, that we enjoy Him. чтобы увидеться с Ним, чтобы порадоваться Ему. One guy wrote a letter to me and says, it's blasphemy talking about enjoying Jesus. Как-то раз мне написал человек, и он говорит, это настоящее богохульство. This is Вот exactly what the рассуждать, Bible says. как вы можете наслаждаться Иисусом, это богохульство. Но интересно, что это нам Библия говорит. Jesus says, I want you to be in my presence Иисус сказал, я хочу, чтобы вы были там же, где я, so that you see my glory. чтобы вы могли увидеть мою славу. And the glory is the greatest thing that you ever can find to enjoy in your life. И слава — это единственная вещь, которой мы можем по-настоящему Nothing наслаждаться. compares to the glory of God. В реальности ничто в жизни не может сравниться с самой славой Бога, His greatness, His majesty, которая His включает в splendor. себя Его величие, His Его beauty. могущество, Его красоту. We are called to see this in the Spirit on the basis of the Word. И мы на основании Слова призваны видеть это в Духе. And this is how we get changed. И только через это 2 человек Corinthians изменяется. 3:18, we 2 behold the Коринфянам glory. 3:18. И мы с открытым лицом взираем By the Spirit. от Духа Святого, And by looking at the glory, we are being Там transformed into написано, the same image. что только так мы преобразуемся в тот же самый образ, We are, который мы we are видим. not transformed by willpower. Мы никто не сможем измениться, прилагая просто усилия воли. We need the willpower to get out of bed Нам нужна at the сила right воли, time. чтобы в правильное время вылезти So that- из постели. Это so that we правда. can spend time with God before Чтобы we go to work. могли провести время перед тем, как мы пойдем на работу. And people have all kinds of strange excuses. И у людей столько Yeah, but всяких I'm оправданий. tired when I get up too early. Но я устаю, если я не доспал. I said, there's a simple solution. Ну, простое решение Go to тогда bed для этого earlier есть. the night before. Ложись пораньше тогда. Very easy. Вот так просто. Yeah, but the problem with prayer is I don't have discipline. Да, ну проблема у меня, дисциплина хромает. Do you have a work? А работа есть у тебя, дружок? Yes. Да, есть. At what time you're supposed to be at work? Во сколько ты должен оказаться на 8 o'clock. работе? В 8 утра. So how many times per week do you make
make to be at work at 8 o'clock? Поэтому логический вопрос: ты к 8 сколько раз в неделю You успеваешь? mean every time? Monday, Конечно, Tuesday, Friday, конечно, the с whole week? понедельника по пятницу успеваю. Then don't tell me you don't have discipline. Поэтому не рассказывайте мне, друзья, что вам дисциплины не достает. Yeah, but the God is different. Да, но с Богом это как-то Yes, it is по-другому. different. What is Конечно, the difference? по-другому. Your Разница boss какая? just pays me some poor money. Разница-то есть. Все, что делает начальник, эти несчастные But деньги God платит. gives me heavenly reward. А Бог That's мне the дает небесные награды. Разница в этом. Prayer without faith does not work. Молитва без веры не We have работает. discipline, У нас есть And we can дисциплина, believe that we get rewards. и мы можем верить, что вот эта моя молитва будет Богом вознаграждена. And one of the greatest rewards on earth is the assurance in our heart that the face of God is shining, and He comes to the message, "Well done, my son." И I'm одна pleased из with you." основных наград, например, которые мы можем иметь на земле, это жить с уверенностью, что Божье лицо сияет в мою жизнь. И Он говорит: хорошо, мой верный. Without Раб. faith, it's impossible to please God. Без веры Богу угодить невозможно. Which means with faith, it's possible. Что означает, что имея веру, можно. Even in my weakness and not being perfect, Даже в своей слабости, даже будучи неидеальным can believe человеком. that He is smiling. Я могу says, верить, что "Yes, Он I'm with улыбается, you. и Go Он for говорит: it. да, давай, I'm двигайся pleased with вперед. what you do." Я доволен тобой. Why does it happen when you share Christ with an unbeliever? Afterwards, you have joy. Why? Скажите, почему, когда вы делитесь Евангелием с неверующими, потом после этого нам становится радостно внутри, да? Because God just expresses His joy over your behavior. Почему? Да потому что это Бог радуется тому, что мы сделали. Мы можем сопереживать Его радость. Why you feel this fulfillment and this freedom when you humbled yourself and went to your brother and sister and said, "I'm sorry, I hurt you. I didn't want to. Please forgive me." Почему мы переживаем вот это внутреннее удовлетворение и такую радость, когда мы, наконец, смогли смириться, пойти к своему брату или сестре и сказать: ну, послушай, прости меня, я был Can неправ. you remember the first time you did it in your life when the Spirit spoke to you, go and ask for forgiveness? Вспомните вот этот первый раз, когда вам Дух Святой сказал: иди попроси прощения у Or какого-то your человека. discipleship trainer said, "You must make this thing right. Please go to this Или person, когда humble человек, yourself, ask for forgiveness." который тренирует вас как ученика, говорит: иди смирись, попроси прощения. Can you remember the first time? Помните вы первый раз, You когда вы feel это like переживали? dying. Когда мы идем туда, нам кажется, что все, сейчас помру. But when you come back, you are flying. Но когда мы это сделали, мы все, у нас крылья, Is it мы true? парим. Правда же? You have the confirmation, you have the approval of God in your heart. Так. He shows you, yes, this was right, and I thank you for it. Так мы переживаем подтверждение от Бога. Мы так понимаем, что Он доволен. Он сказал: ты молодец This is вообще. called the witness of the Spirit. И это называется свидетельством Духа The внутреннее. Spirit Himself Когда confirms that сам we are Дух children of свидетельствует God. нам, что мы дети Божьи. This is not God showing your birth certificate. Yes, child of God. Это не когда Бог нам выписывает в буквальном смысле бумажку, свидетельство о рождении, говорит: вот на тебе He's бумажку. expressing His heart. Нет, но когда Он выражает нам свое If you сердце. cannot see a rejoicing God, then you do not believe the Bible. И если вы не можете видеть радующегося о вас Бога, вы фактически в Писание не верите. Yes, He is rejoicing Да, over you, Он радуется о нас. being well aware of certain things that still need to be corrected. Несмотря на то, что мы вполне осознаем себе, что в нашей жизни есть какие-то сферы, которые нуждаются в If you исправлении. don't believe this, Если вы в это не then верите, my advice is go get married and have some children and find out about the heart of a father. и если вы затрудняетесь это переживать, эту уверенность, что, несмотря на ваше совершенство, Бог очень вас сильно любит, Then go and get married and то have some тогда children. быстрее выходите замуж, рожайте детей, и это вам поможет. Learn about the heart of a mother and a father. Тогда вы поймете сердце отца и сердце матери. Yes, the children do things and we say, my goodness, Вы же понимаете, те, у кого есть дети делают какие-то пакости. but we love them dearly. Но несмотря на это, This is мы the все heart of равно the parent. их очень сильно любим, потому что таково сердце родительское. And this is the case with us because it's the case with Him. И это в нас от Него. We must believe that He can make a separation between us as a person and the things that need to be И нам corrected. следует утвердиться в этом, что мы, как люди, умеем различать это в детях, так и Он в нас различает то, кто мы есть, и то, что должно And быть when we исправлено. worship God with the truth of the Bible about His love, about His heart, then we get a closer revelation of His heart. И когда мы берем Писание, и мы начинаем на основании Писания поклоняться Богу, то так в наше сердце приходит более глубокое откровение о том, кто Он есть и о Его любви. There's a reason why
this prayer that the Lord gave us starts with our Father. Итак, мы говорим с вами о том, что есть очень важная причина, по которой молитва «Отче наш» начинается именно с этой фразы. «Отец наш, живущий на It небесах». doesn't start with be obedient and come on every service, be on time and serve and Есть give в your money. этом смысл, что начинается все так, а не просто с того, что «будь послушен, приходи вовремя, давай свои деньги». It starts with come in contact with His heart. Это начинается с того самого соприкосновения с Его сердцем. And this experience of His heart will make you willing. И именно соприкосновение с Его сердцем и сделает вас готовыми на все остальное, Overcome every rebellion in your flesh. чтобы вам победить бунт вашей плоти. Prayer is not a heavy duty. It's Поэтому an молитва invitation to meet the King, the Father. Это никакая не тяжелая обязанность, это приглашение встретиться с enjoy царем, his встретиться с отцом и наслаждаться его присутствием. Acts 17:27, Paul is giving this message to the people in Athens. Деяния апостолов 17:27 Павел проповедует в And Ефесе. he explains why God created mankind. И там объясняет, зачем Бог сотворил все человечество. So that they might Там seek написано, him and find him. Чтобы они искали его и находили. And the Greek word even says touch him, feel him by touching. Интересно, что греческое слово, которое там используется как «находили», это могли к нему в буквальном смысле притронуться. And you say, wait a minute, yesterday you said feelings are not important. И скажете: Хартик, вот ты нам только вчера весь вечер говорил о том, что чувства не имеют никакого Now Paul says значения. you should feel him. А теперь Павел говорит, чтобы искали и Yes, почувствовали there's no его. contradiction. В этом нет нисколько никакого You will противоречия, not feel him by seeking feelings. потому что вы не сможете почувствовать его и пережить его, ища эти чувства. Finally, you will feel him by building your faith on the facts of the word. Вы сможете почувствовать и пережить его, когда вы начнете свою веру строить на фактах Слова Божьего. Finally, love to God will lead to feelings, to experiences. В конечном счете, эта Божья любовь, она приведет нас ко всем этим важным чувствам и переживаниям. And the Bible is full of people who felt God. И Библия наполнена примерами людей, которые пережили Бога, они почувствовали The Его. peace of God. What is that? Они переживают, например, It's a мир Божий. feeling. Мир Божий — It's a это wonderful чувство, feeling. внутреннее чувство, прекрасное Oh, чувство. what a great feeling when we know we are cleansed from all the dirt and we are without sin. Какое это прекрасное чувство, когда ощущаешь, что ты омыт, ты очищен. And He receives us as if we had never sinned. This И is the Он righteousness of Christ. принимает нас так, словно мы никогда в своей жизни не грешили. Это и означает праведность He Христа. will never remember our sins. И Он никогда не будет вспоминать нам наши грехи. He pushes the delete button, He forgets it. Это как на компьютере есть кнопка «Удалить». And He says, it doesn't make sense to me if you say, oh, I come again for 10,000 times for this sin. Это не имеет никакого для него. Я уже 10 тысяч раз What do прихожу you вот mean с этим 10,000 грехом. times? This is the first time you come. Когда мы говорим Богу, я уже в который раз к тебе прихожу, он говорит: в какой который? Because Это I в have первый. deleted 9,909. Потому что до этого, в тысячный раз I я have к тебе forgotten them. вот с этим прихожу, он говорит: да не в тысячный, в первый, потому что 999 я уже стер до этого. And very quickly, I will delete this one as well. И он говорит: и я быстро удалю Stand это before God тоже. as if you had never И я могу sinned. стоять перед Богом так, как будто бы я This is никогда не one of the грешил. greatest truth of the Bible. Знаете, и это одна из удивительнейших Oh, истин hallelujah. Писания. Without faith, it's impossible to please God. Без веры Богу угодить невозможно. So we don't follow feelings. We seek after Him. We go into His presence. Поэтому мы не двигаемся за нашими чувствами, мы двигаемся за Ним и за Его присутствием. And He invites us not just to believe in Him, but to experience И Him. Он приглашает нас не только поверить в Него, но и пережить Его тоже. James 4:8, to draw near to God. Иакова 4:8 говорит: приблизьтесь к And Богу, He will draw и near to Он you. приблизится к вам. So many times we think, oh, we are waiting that God is doing something, and God says, I'm waiting that you are doing something. Знаете, иногда у нас, мы в игру с Богом играем, мы стоим и говорим: я жду, пока Бог что-то сделает. А Бог говорит: ага, это я жду, пока ты что-то Since сделаешь. the work of redemption at the cross is finished, now the ball is on our side. The initiative is with us. Потому что со времен искупления Бог все уже совершил, и посему инициатива не за Ним, а за нами. We can come closer to God. Мы можем приходить ближе к Богу, приближаться к Нему. We are all loved at the same measure, the same level. И мы все любимы в равной степени. But we are not enjoying the same nearness to God. Но мы не переживаем в равной степени близость с Богом. There's people that are far away, Есть люди, которые чувствуют себя, что они далеко. and there are people that hear the call of Jesus. I want you to be И with есть me. люди, которые слышат этот призыв Иисуса: будь со мной. And people are more
consequent in this call, and they draw near. И люди, которые более последовательны в этом призыве, So они God приближаются. invites us. Бог This is приглашает the нас. biggest difference between the old covenant and the new И это covenant. такая величайшая разница между Ветхим Заветом и Новым. In the old covenant, God dwelt in a tent and then later in a temple. В Ветхом Завете Бог сначала жил в палатке, а потом в храме. And there was this priestly system И была целая система to священничества get to bridge the gap between heaven and earth. для того, чтобы заполнять собой этот разрыв между небом и землей. And in the center, in the innermost part of the temple was the presence of God. И в некой сокровенной части храма обитало само Божье And присутствие. among all the priests, there was only one high priest. И посреди всех многочисленных священников once a year, был один только первосвященник, He was который al- раз в год he was allowed to enter the presence of God. мог попасть в фактическое Божье That присутствие. was the greatest day of all his ministry over years and decades. И это было кульминацией служения такого человека в течение многих лет и даже десятилетий. Every year, a new high priest would be chosen, and he had the privilege. И каждый год они избирали первосвященника, и этот человек тогда All the priests were удостаивался такой serving God. чести. All the other priests were serving God, but they were not allowed to enter Все his presence. остальные священники при этом действовали на своих местах, но они не допускались в Божье присутствие. And it was a glorious and at the same time fearful thing to enter the presence of God. И это было чем-то очень торжественным, и при этом чем-то очень пугающим идти в Божье And присутствие. God made strict regulations and commandments of preparation. И Бог сделал кучу разных установлений, в соответствии с которыми человек должен был приготовить себя к этому And it событию. was a serious thing. If he would not obey the preparations, there was a chance he could be killed in the presence of God. И готовиться нужно было чрезвычайно тщательно, потому что был шанс, что из-за недостатка этих приготовлений можно было жизнью поплатиться. What was the message? God is dangerous? No, it's dangerous to come into the presence of God without obedience. Скажите, смысл какой? Что Бог опасен? Нет, это опасно приходить к Богу без соответствующего отношения. And we see that people who, without reverence, they came and ministered to God, they were killed. We see in the Old И мы Testament. видим в Ветхом Завете примеры, когда люди без должного почтения к Богу приходили и начинали служить, они были убиты за It это. happened with the sons of Aaron. Это случилось с сыновьями Аарона, например. And when it happened, Moses just said, this is what God meant. If you don't come with reverence, you will be killed. И Моисей откомментировал это и сказал, это то, что Бог имел в виду. Если ты начнешь приходить к Богу без почтения, Did all the priests тебя quit ничего their job доброго when they saw this? не ждет. Как вы думаете, все остальные священники, когда это увидели, сказали, ой, мы больше не будем, и уволились с работы? No. They Нет. said, I hope one day I will be a high priest and I can enter. Они все равно говорили, я однажды надеюсь And быть I will избранным make- первосвященником I и will make войти sure туда. I obey every commandment of washing and taking on the right Но clothes я and every сделаю preparation. все возможное со своей стороны, чтобы как следует омыться, как следует приготовиться к этому And событию. without blood, no priest could enter. И никакой священник не мог войти без This крови. was all preparation Это for a все future были day приготовления для будущего дня. when a spiritual revolution would take place. До того дня, когда произошла подлинная духовная революция. When Jesus, as our high priest, went into the holies of holies Когда Иисус, являясь нашим с вами первосвященником, вошел во святое and святых gave his life. и отдал свою And the жизнь. moment he died, И в тот момент, когда Он this умер, thick curtain torn apart angels. это очень плотная занавеска, она была разодрана And to ангелами. the shock of all the priests, the door was open, the vision was there to see into the presence of God. И к шоку всех священников, все, они смогли все увидеть. Это было как открытые двери, они могли увидеть Божье Which присутствие, was right above the Ark of the Covenant. которое пребывало над ковчегом Завета. This is where the holy flame of the presence of God was. There was Потому что там и жил этот святой Божий a wooden огонь. box covered with gold, Это был такой деревянный ящик, покрытый золотом. and there was the flame of God. И там был That was the огонь presence. Божий. Это было when Jesus было died, Божье присутствие. the Когда curtain Иисус was умер, opened. эта завеса, эта And the занавеска priests were shocked, my разорвалась. goodness, an accident happened. Священники подумали, ужас, авария у Let's нас. fix it as quickly as Давайте possible. быстрее сошьем это. But it was a prophetic message from heaven. Но на самом деле это было пророческое Doorway to послание the с presence небес, of God is now open for everyone. что Божье присутствие открыто теперь для You всех. all can come now. Вы Not just все once in a приглашены. lifetime. Вы все теперь You можете all, войти. every day. Вы можете не один человек раз там в год. Вы Hebrews все 10:19. можете прийти каждый день. Евреям Hebrews 10:19. 10:19. Since we have an entrance into His holiness, His holy place, the blood, Мы через кровь имеем вход новый и живой. then let us come. Давайте будем идти по нему. Иисус открыл эту дверь. And we can enter the presence of God, И мы можем войти в Божье By the blood присутствие через of кровь the Lamb. Агнца.
Did you know that Jesus died in the same moment the priest slaughtered the lamb over feast? Вы знаете, что Иисус умер в тот самый момент, когда священники принесли в жертву в день Пасхи, The пасхального Bible агнца. says he is our Passover lamb, И Писание нам говорит, Он наш пасхальный ягненок. and we have free entrance. Давайте входить путем новым и And живым. we enter with a thankful heart, Давайте with a входить truthful heart. с благодарным, истинным сердцем. It does not mean a perfect heart. Истинное сердце — это не значит идеальное We don't сердце. have a perfect heart, У нас не будет никогда его. but we can have a heart that is desiring truth, Но это сердце, которое жаждет истины, истинное сердце, that is no longer hiding and resisting the truth. которое больше не прячется от истины и не противится ей. As I pointed you to Luke 15, the son that left the father and was with the pigs. Лука 15 глава, What снова made it возвращаясь. acceptable? Сын, который пошел и вывалился со свиньями, что сделало его принятым? Heart of repentance. Сердце I покаяния. have sinned. Он сказал, я согрешил. That's why he was embraced. Поэтому и он и был принят. How would the father have responded if he comes back and no repentance, no remorse, no willingness to change? Just I come back because of the pigs, it's ugly, and give me more money. Представьте себе ситуацию, если бы сын пришел без покаяния, без сожаления, без желания что-то изменить в своей жизни. Типа, папа, я пришел, там со свиньями воняет, есть их еду невозможно, дай денег Would еще. the father have responded in the same way? Думаете, отец бы обнял его в No. ответ? Я сомневаюсь. God resists the proud, Потому что Бог гордым but gives grace противится, to the humble. но смиренным дает And благодать. humility means I have needs. I need change. Смирение — это I когда don't я want to понимаю continue свою like this. нужду. Это когда я понимаю, что я больше не хочу жить так, как я живу. I'm willing to submit. I'm willing to learn. И я готов покориться, я готов научиться. humility. Это и есть So God смирение. has two faces. У Бога два He's лица. resisting the proud. He says, I don't even listen to your prayers. Он противится гордым и говорит, я отказываюсь слушать ваши Although his молитвы. heart is full of compassion, Несмотря на то, что сердце его при этом полно but his сострадания. righteousness forbids him Но его to праведность open his heart to this person. не позволит ему открыть свое сердце такому человеку. And the other face of God is, И другой образ Бога. I know your heart. I forgive you. Я Come. знаю твое сердце, я тебя I will teach прощаю. you. I will Приди, help you. я тебя научу, я тебе помогу в твоей So we слабости. decide which face of God we see. Мы If we сами stay in только и pride, решаем, с каким выражением Божьего лица мы столкнемся, если будем жить дальше в or we гордости. change to humility. Или мы все-таки выберем смирение. Let me just quickly remind you of the most three important things that you find in the presence of Я God. хочу вам быстро напомнить три ключевые вещи, которые мы в Божьем присутствии находим. So as the Bible says in Hebrews 9, in the first chapters of the Bible, there's this holiest place. This is where the Ark of the Covenant is. В Евреях, в 9 главе, описывается святое святых, место, где находится Божий ковчег. And there were three things in this gold-covered wooden box. Это который был еще в Ветхом Завете. И в нем лежало три вещи, три предмета. And these three things are still in the presence of God. И вот эти три вещи, они все еще And this живут в is Божьем the most присутствии. important thing you need to find in your life. И это то, что тебе нужно очень сильно Because найти that в is твоей жизни. everything. Потому что в этом ты обретешь And все. what is it? The jar И что of там такое? manna, Горшочек с манной, the tablet of stone with the law. каменная скрижаль с законом. And number three, the rod of Aaron that has blossomed. И третье — это посох Аарона, который расцвел. These three things are in the wooden box in the presence of God. Эти три вещи все еще лежат в Божьем ящике Его And присутствия. they are still there. Они все еще там. And they wait to be found. И их возможно And if you найти. find these three И things, если there's вы эти nothing три else you штуки need. найдете, вам уже ничего не This is нужно будет. all you need for this life on earth. Потому Nothing что это else. все, что нам нужно для жизни и благочестия на земле. The jar of manna, it speaks about the living word that is feeding your innermost being and strengthening you. Этот сосуд с манной небесной является прообразом Слова Божьего, которое является нашим насущным хлебом и которое способно кормить и давать нам силы. The written word of God made alive in your heart by the ministry of the Spirit. Это когда записанное Божье Слово бывает оживотворено Духом Святым And в Jesus нашем said, сердце. we live by every word that comes out of the mouth, Иисус поэтому сказал, мы живем всяким словом, исходящим из уст Божьих. not from the book, Не out из of the mouth книги, of God. а из уст Божьих. The word in the book must be made alive by the Spirit, Слово из книги должно быть оживотворено Духом. which is much more than just information and head knowledge. Это гораздо больше, чем просто какая-то информация в My голове. words are spirit and life, Jesus said. Иисус сказал,
сказал, слово мое, дух и жизнь. And if they begin to live in our heart, then we become alive. И когда это слово начинает обитать в нашем сердце, тогда мы делаемся живыми. And the tablet of stone, what is that? Скрижали каменные In the New Testament, с 10 заповедями. Word of God written on the tablets of your heart. Это прообраз Слова Божьего, которое Он пишет на скрижалях самого нашего сердца. And the big difference between the Old Testament and the Old Covenant and the New Covenant is И гигантская разница между Ветхим и Новым Заветом the law of God is written on your heart. заключается как раз в том, что в Новом Завете Божий закон It's not записан на the law of скрижалях Moses наших that you сердец. fulfill to find righteousness. И уже больше не закон Моисеев мы исполняем, чтобы обрести Here the праведность. law means the will of God. Закон — это не orders закон of Моисея, God. это воля Божья, это Его By повеление. the power of the Spirit, they will be written on your heart. Духом Святым это было записано в наших And сердцах. no heart can stay the same if the word is written on the heart. И ни одно сердце не может оставаться прежним, когда на нем записано само The word Божье of God has повеление. the power to transform our hearts И Слово Божье имеет эту силу трансформировать или изменять наше сердце. and to bring forth the character of Christ, И the fruit of the рождать Spirit. внутри нас Божий характер и плоды Духа. And then number three, И what you третья find in вещь, His presence, the что мы rod of Aaron, which has находим blossomed. в Его присутствии, это посох Аарона. What is that? Прообраз чего это? That is your calling. That is your Это destiny. твое призвание, это твоя судьба. You know, a dead piece of wood blossomed overnight. And Это it was когда- Aaron's staff, and by that it was clear he is chosen. The rod that blossomed, that's the one who is called. Вы же понимаете, когда уже омертвевшее дерево за ночь расцвело, и это было знамением того, что Моисей и был тем самым человеком, который был призван Until на то today, время. the vast majority of Christians never found and never entered their calling. В современном христианском мире большая часть христиан так и не обрела и так и не вступила в свое Because призвание. they missed out the discipline of a disciple to come into the presence of God every morning. Потому что это люди, которые упустили из виду эту важную дисциплину приводить себя в Божье присутствие каждый день. Some people go after prophets to find out. Разные люди бегают за пророками, чтобы узнать свое призвание. This is nonsense. Ерунда это все. You must get it from God Вы yourself. должны сами получить это от Бога для себя. Because you never know if the prophet was in the spirit or Потому was что вы никогда не узнаете, just using the gift of flattery, пророк был в духе или он просто заискивал перед вами, speaking the desires, the fleshly desires of your heart. провозглашая вам ваши же собственные желания Oh, сердца. yes, you will be a О, great да, ты будешь великим, intergalactic apostle. межгалактическим You апостолом. will be this and you fill stadiums and you Да, will do ты this будешь and вот this and этим, this. ты заполнишь все стадионы мира. This is the gift of prophecy. Вы думаете, это настоящий пророческий I have дар? questions. Я имею большие сомнения по этому But if поводу. you come into the presence of God, Но когда ты приходишь в Божье over the years, присутствие, it will grow. This is who you are. с This is what I годами have for эта you. уверенность внутри нас растет. Это то, кто я есть, это то, что у Бога есть для меня. The understanding or the finding of your calling, but it's also finding the power to fulfill your calling. Потому что в этом не только откровение, кем Бог тебя видит, но еще и обретение this Lord- силы для того, чтобы этим стать. This rod gives us the second message. It's life out of death. И интересно, что вот этот посох, он доносит до нас еще второе важное значение. Это всегда жизнь из смерти. That piece of wood blossomed overnight when it was in the presence of God. Омертвевший кусок дерева, который расцвел в Божьем присутствии. This is the power of resurrection. Это и есть сила And воскресения. each one of us, if we want to find our calling, И каждый из нас, если мы хотим найти свое there will come a призвание, point of death. обязательно в нашей Sooner or жизни later, наступит I promise you, it рано will или come. поздно момент нашей You lose внутренней смерти. everything Обещаю you вам have. это. Когда ты теряешь просто все, что у тебя есть. But don't be afraid. Но бояться не надо, You will survive it. потому что вы сможете выжить, You get so much more. а потом вы получите The намного power of больше. resurrection is the ability to go through the valley of death Сила воскресения в том, чтобы пройти через долину смертной and be тени stronger on the other side when you come out. и оказаться более крепким на другой ее And no стороне. devil, no religious people, no circumstances, no world, no one can stop you doing what God has called you. И No, никакой мир, никакой дьявол, никакие люди, никто не сможет тогда тебя остановить. because the strongest weapon is death. that Потому the что enemy has. самый ужасный наш враг — это смерть. And Jesus has overcome death. И for us. Иисус победил смерть за нас.
So this power of resurrection is in us. Поэтому мы внутри имеем силу nothing, no воскресения. flesh, И no ничто, world, никакой no мир, religious никакая world, плоть, no никакая религия, никакой дьявол, No one, nothing никто will stop и us. ничто не сможет нас And остановить. we will find and fulfill our call. И мы найдем наше призвание, мы обретем и исполним And его. we will stand before God. И будем стоять перед Богом. And we hear this glorious, И будем слышать эту удивительную well вещь. done, faithful servant. Заходи, верный и добрый раб. Enter the joy of your master. Войди в радость своего господина. This is what it's all about. И в это все упирается. So it's not a little religious thing. Поэтому- Christian, you need to pray every day. Это не какая-то ерунда, такая мелкая религиозная. А раз христианин, No, надо we каждый meet день молиться our как-то. Father, we meet the Нет, King, мы we meet the встречаемся с bridegroom, отцом, мы встречаемся с царем, мы встречаемся с нашим and we женихом. are being transformed. И так And преображаемся. nothing will stop us. И ничто тогда нас не остановит. И мы тогда сможем приносить наш плод. Amen.